Этнос и категория времени. Доложено на совместном заседании отделения этнографии и палеогеографии 7 апреля 1967 года. Первое. В предыдущих докладах мы установили, что подлинное содержание этнического становления не лежит на поверхности явлений. Наблюдению доступны не сущности этнических различий, хотя они ощущаются интуитивно, а их результаты, подобно тому, как в оптике мы видим цвета, а не колебания фотонов. Поэтому, приступая к анализу фактов, наблюдаемых непосредственно, мы должны иметь в перспективе необходимость разгадать их основу, скрытую под покрывалом Изиды. Для достижения этой цели надлежит установить какой-либо условный критерий классификации этносов и этнических состояний. Этот критерий не обязательно должен отражать существенные моменты, интересующие нас, скорее наоборот. Пусть он отличает какую-нибудь деталь этнического бытия, но он должен быть универсальным, и фиксируемые им особенности должны быть соизмеримы. Это значит, что явление, исследуемое нами и принятое за критерий этнической систематики, должно в равной мере относиться к египтянам XX века до нашей эры и англичанам XX века нашей эры, к датчанам и папуасам, этрускам древней Тосканы, флорентийцам, современникам Данте и итальянцам, подчинившимся Савойскому дому. Только тогда, когда мы получим определенную шкалу, градуированную любым условным способом, но в одном масштабе, мы сможем получить систему классификации, без которой никакая наука не может существовать. Бытующие ныне принципы классификации, лингвистический и социологический, не подходят для поставленной нами цели и нашего аспекта именно потому, что они отвечают на иные вопросы, к тому же не всегда удачно. Так, последовательное применение классификации народов по языкам заставило Брука в томе 5 краткой географической энциклопедии отнести евреев к индоевропейцам, на том основании, что большая часть их ныне говорит на индоевропейских языках. Но ведь тогда в эту группу следует включить и американских негров, говорящих по-английски в Соединенных Штатах и на Ямайке, по-французски на Гаити, по-испански на Кубе и по-португальски в Бразилии. Приходится признать, что лингвистическая и этническая классификация лежат в разных плоскостях и не подменяют друг друга. Социологический аспект учитывает прежде всего стадию развития. Токарев и Андрианов высказали мнение, что для доклассового общества этнос – это племя, для рабовладельческой формации демос, для феодальной – народность, а для капиталистической – нация. Но это невозможно уложить в рамки этнографии. Смена социально-экономических формаций не обязательно совпадает с вехами этногенеза. И сам Токарев четко отметил разницу между понятиями общество и народ. Например, во Франции переход от феодализма к капитализму совершился за несколько месяцев, 1789-91 годов, и весьма изменилась расстановка социальных сил, но этническая сущность французских крестьян в Севеннах, Арденнах, Ландах, Оверни осталась прежней. Конечно, Великая Французская революция в социальном плане подготовлялась весь XVIII век, но капиталистические махинации Джона Лоу, остинских и канадских негациантов влияли лишь на круги, связанные с двором и морской торговлей, и, по словам очевидца английского писателя Стерна, не задевали большинства населения Франции от Британии до Прованса. Не менее показательна картина несходства социальных и этнических ритмов развития в России. От Первой Отечественной войны до конца Второй, 1812-1945 годы, русское общество перешло от феодальной формации через краткое и бурное развитие капитализма к социализму. Но этническое единство русского народа осталось мощным фактором его истории наряду с грандиозными социальными преобразованиями. При историческом синтезе необходимо учитывать обе стороны явления, но при анализе они неизбежно расчленяются, благодаря чему появляется возможность уяснить себе ход событий всесторонне. Обществоведение и народоведение – разные дисциплины, как по предмету, так и по методу, ибо в первом случае имеет место гуманитарная, а во втором – естественная наука. Иногда природные и общественные изменения бывают синхронны, но это нельзя считать правилом. Второе. Одним из индикаторов определения состояния народа, весьма удобным для классификации, является отношение этнического сознания каждого данного народа к категории времени. На первый взгляд это кажется парадоксом, так как мы привыкли к ньютоновскому времени, протяженности, от которой берутся все отсчеты.
Мы знаем и об Эйнштейновском времени, изменяющемся в зависимости от скорости. Однако сравнительная этнография показывает, что линейное время с условной точкой начала отсчета — это одно из достижений средиземноморской цивилизации, а отнюдь не общедоступная истина. Автору этого сочинения довелось наблюдать чукчей, которые не могли ответить на вопрос, сколько им лет, так как считали подобный счет бессмысленным. Их даже мало интересовала смена времен года. Они отмечали только день и ночь, а у себя на родине различали сезоны охоты. Разумеется, они помнили крупные события, например, убийство медведя или приезд торговца с товарами, но отсчитывали их относительно друг друга, одно раньше другого, а насколько — не имеет значения. Ту же закономерность наблюдала Крюкова во время этнографических работ в поле со старыми женщинами, народы марийцы, чуваши, удмурты, коми, при приобретении у них вещей. Хронология этих вещей устанавливалась по поколениям. При вопросе собирателя-этнографа, когда изготовлена вещь, они начинали вспоминать мать, бабушку, мать бабушки, мать матери бабушки и так далее. Дополнительные вопросы о том, сколько же лет было бабушке или прабабушке, не вносили ясности, так как эти старые женщины не могли на них ответить. Корректировалось это обычно лишь событиями в их жизни — голод, мор, война, урожай. У чувашей в обозначении лет применялись такие названия, как год кленовых листьев, год лебеды, по названию тех суррогатов, которые они употребляли в пищу в качестве примеси к хлебу. Иногда эти события ограничивались семейным кругом, когда Мишку в солдаты отдали, когда сестра замуж пошла, когда дом ставили и тому подобное. Отсчет лет для них был непонятен, но это происходило не от отсутствия памяти. Время изготовления вещи и отношение ее к событиям их жизни четкое. У народов же, подвергшихся влиянию мусульманской или русской культуры, в частности у татар и мордвы, такое отношение к времени не наблюдалось. Итак, народы этой системы восприятия игнорировали время как таковое. Реальные в их жизни для их сознания были только конкретные события, а время, что ни говори, абстракция. Более совершенная система отсчета времени описана у древних кочевников Центральной Азии. Согласно китайским хроникам, древние тюрки в VI веке отмечали смену времен года только по зелени травы. Однако это не мешало им пировать на весеннем и осеннем праздниках и совершать торжественные похороны, причем, согласно их обычаю, умершего весною и летом хоронили, когда лист на растениях начнет желтеть и опадать. Умершего же осенью или зимой хоронят, когда цветы начинают развертываться. Как известно, весны и осени бывают ранними и поздними, поэтому ботаника может быть весьма условным мерилом времени. Казалось бы, при такой системе счета человек полностью зависит от фенологии. Но тюрки умели высчитывать дни своих ежегодных праздников. Фенологическое восприятие времени позволяло иметь довольно точный календарь, в котором было 12 месяцев. И у других народов фенологическое отношение к категории времени встречается довольно часто, но этот счет остается неразвитым и служит элементарным потребностям земледельца, скотовода и охотника, то есть людям, непосредственно связанным с природой. Здесь единицей измерения служит уже не событие, а год. Третье. Дальнейшее развитие система счета времени получила в известном 12-летнем цикле. Годы получили названия животных: мыши, коровы, тигра, зайца, змеи, дракона, лошади, овцы, обезьяны, птицы, собаки, свиньи. По окончании цикла годы повторялись, и этим путем исчислялись даты событий индивидуальной жизни кочевника. В Китае и Тибете этот цикл был усовершенствован путем добавления 5 названий стихий — дерева, металла, воды, земли и огня. Каждый год получал уже двойное название, например, год дерева и лошади, или года огня и дракона, так что цикл стал 60-летним. Но как тот, так и другой были удобны скорее для повседневной жизни, а при составлении истории им пользовались в целях популяризации. В Европе и на Ближнем Востоке циклическое восприятие времени живет и процветает до сих пор. Это неделя, где дни носят название планет или просто числительных у славян и персов. Удобство этой системы очевидно, но сфера применения ее ограничена, а потому мы начинаем встречаться с применением линейной системы отсчета. Четвертое. Вернемся к древним тюркам. Пока они были степным племенем, и их память ограничивалась жизнью одного-двух поколений, 12-летнего цикла им хватало.
Но когда они оказались во главе державы, простиравшейся от Желтого моря до Черного, и соперниками могучего Китая, славного Ирана и блестящей Византийской империи, то им потребовалась история, то есть кодификация событий и объяснение их взаимосвязей. Тут пришла на выручку наипростейшая форма отсчета — живая хронология. В знаменитом памятнике стеле на могиле Кюльтигина, где перечислены его подвиги, события датируются годами жизни Витязя, а для привязки к циклической хронологии указана дата смерти, год овцы, и подчеркнуто, что герою было 47 лет. Для тюрок VIII века этого было достаточно. Пятое. Следующий шаг по усовершенствованию хронологии сделали древние народы Средиземноморского бассейна. Они приспособили живую хронологию для целей составления истории, в которой при образовании крупных государств возникла острая необходимость. Годы носили названия лиц, царей, архонтов, консулов, но совокупность их образовала ряд, который отвечал требованиям, предъявляемым линейной хронологии. Это означало, что время еще не воспринималось как абстрактная протяженность, но практическим целям такая система соответствовала. Приведем несколько примеров. Новый Вавилон, датировки по годам царствования. 21 год Навуходоносора, царя Вавилона, год начала царствования Амель-Мардука, царя Вавилона, год начала царствования, нулевой год, первый неполный год, когда царь вступал на престол после смерти предшественника, за ним следовал после праздника Нового года первый год этого царя. Ассирия, датировка по эпонимам Лимму, например, 10-е Нисану, Лимму, Шама Шах-ид-Дина, наместник Гаргамиша. Каждый новый ассирийский царь в первый полный год своего царствования был Лимму, эпонимом. Евреи употребляли вавилонский календарь Нового Вавилона, но с вариантами. Первое. В определенные периоды они признавали нулевой год, а в другие периоды не признавали. Второе. Гражданский Новый год начинался с 1-го Ниссана, первого месяца, а царский год с 10-го Тишри, 7-го месяца. Со времени плена употреблялся гражданский календарь. Афины. Летосчисление велось по архонтам-эпонимам ассирийской системы. Вархонство Антидота, календарь лунный. Аналогичным образом считали время другие эллинские полисы, то есть каждый имел собственную хронологию, что весьма точно характеризует Древнюю Грецию как страну многообразия и контрастов. С одной стороны, блестящие Афины, втягивавшие в себя все интеллектуальные силы страны, богатый Коринф, который впитывал в себя все свободные деньги, и Спарта, сборище воинов-гимнастов, с другой — горы, покрытые кустарником, и козы с полудикими пастухами в Этолии, Акарнании, Аркадии, или крестьянские участки, обрабатываемые костными крестьянами в Фессалии и Биотии, и, наконец, разбойничий пир. Этническое единство эллинов было, несомненно, для них самих, но общность не трафарет, и это отразилось на избранном нами индикаторе — восприятии и отсчете времени. Рим. Летоисчисление велось по именам консулов в консульстве Юлия и Кальпурния, ассирийской системы. Со времени Юлия Цезаря введен юлианский солнечный календарь, египетский. Таким образом, оказалось, что живую хронологию можно приспособить для длинных отрезков времени, хотя эта система слишком громоздка, чтобы быть удобной. Родившись в системах самоизолирующихся племен, живая хронология стала претерпевать изменения, как только наступила эпоха этнической интеграции. Но в Китае таковая настала на несколько веков раньше, чем в Средиземноморье. Шестое. Следующий шаг к усовершенствованию хронологии сделали древние китайцы. Они ввели периоды, отрезки времени, начало которых определялось императорским эдиктом. Обычно период объявлялся в начале правления императора. Периоду давалось пышное название, вроде «Великое благоденствие» или «Глубокий мир», но если дела правительства шли плохо, то даже посредине царствования период заменялся новым, и счет годов шел опять с первого. Эта система находила оправдание в воззрениях древних китайцев, деливших дни и годы на счастливые и несчастливые. Период, начатый в неудачно выбранный день, должен был быть несчастливым. А если начать новый и день выбрать более осмотрительно, то, по их мнению, все должно было измениться. Таким образом, хронология зависела от квалифицированности гадальщика.
Для того, чтобы определить дату того или иного события, нужно было иметь список всех периодов и отсчитать указанный год от начала данного периода, учитывая при этом имя императора, потому что названия периодов часто повторялись. Эта громоздкая система крайне неуклюжа, но является новым вариантом по отношению ко времени, переходом к единому летосчислению. Китайцев отнюдь не смущало, что за основу мировой хронологии была принята смена их собственных правителей. Ведь они искренне считали только свою страну Срединной империей, а прочие варварской периферией. Исходя из этой вполне этнической особенности своего мироощущения, они и создали линейную систему отсчета, просуществовавшую до XX века. Впрочем, стоит ли иронизировать по адресу Дальнего Востока, ибо в античном Средиземноморье первые известные нам линейные системы отсчета были тоже весьма несовершенны. Победа Александра Македонского при Херонее и последовавшее подчинение большей части Эллады македонскому царю повлекло за собой экономическую, лингвистическую, культурную, а следовательно и этническую интеграцию эллинов, что в интересующем нас аспекте означало ослабление племенных особенностей отдельных районов и возрастание роли создавшейся в эллинистическое время античной интеллигенции. С III века до нашей эры историк Тимей для датирования исторических событий ввел линейную систему отсчета времени по Олимпиадам, начав ее с 1 июля 776 года до нашей эры. Эта система, оставшаяся достоянием историков и писателей, просуществовала до 394 года нашей эры, когда Олимпийские игры были запрещены императором Феодосием как языческая мерзость, противная духу христианства. Для новорожденного этноса, который мы условно именуем византийским, все эллинские традиции были одиозны. Но потребность в линейном исчислении оставалась, и тогда вошла в употребление эра от сотворения мира, исчисляющая начало событий от 1 сентября 5508 года до нашей эры. Эта эра была очень удобна для отсчета и вполне отвечала потребностям этноса, возникшего путем интеграции многочисленных этнических субстратов, вошедших в орбиту восточно-христианской, византийской культуры, за некоторыми существенными исключениями, которые мы и отметим. Семитские племена, населявшие Сирию и Месопотамию, до VI века до нашей эры отнюдь не составляли единого этноса, несмотря на то, что процесс культурной нивеляции проходил на Ближнем Востоке довольно интенсивно. Но под властью ахеменидов и селевкидов произошла этническая интеграция, подобная той, которая имела место в Элладе. Хананеи, идумеи, моавитяне, халдеи и другие племена слились в новый этнос, противопоставивший себя грекам, иранцам и иудеям. Этот этнос получил название сирийцы, столь же условное, как и византийцы, и тогда же вошла в употребление так называемая селевкидская эра, причем исходной точкой отсчета был признан 312 год до нашей эры. Эта дата была связана с успехом Селевка Никатора и его водворением в Вавилоне. Было бы естественно, если бы она сменилась при последующих царях, но для новых условий полиэтнического государства и этнической интеграции единая точка отсчета оказалась столь удачной, что ее приняли на территории Сирии, а затем сирийцы и центральноазиатские несториане пронесли ее вплоть до конца XIV века. Здесь ревностных христиан не смутило языческое происхождение начальной точки отсчета, потому что, в общем-то, все равно откуда вести счет годам. Но линейный счет времени преследует цели не только исторической науки, а деловой жизни и политики. Поэтому арабы ввели свою эру от хиджры, бегства Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году, персы — Ездигердову эру, имевшую целью начать новый счет после арабского разгрома, а итальянский монах Дионисий Малый, работавший над исчислением Пасхалии в 532 году нашей эры, предложил принять за нулевую точку отсчета дату Рождества Христова, высчитав, что оно имело место в 754 году после основания Рима. Принятие этой точки за исходную вытекало из философии Косьмы Индикоплавта, согласно которому Вселенная разделяется на два мира, земной и небесный, а история человечества — на два периода, один, начинающийся с Адама, другой — с Христа. Эта концепция была направлена против древнеримской, языческой и отчасти иудейской традиций, согласно которым в момент рождения Христа не произошло ничего особенного. Постепенно новая эра возобладала во всей католической Европе, хотя и встречала сопротивление всюду, даже в Кастилии.
Некоторая самостоятельность испанской церкви сохранялась до XII века, и, несмотря на религиозный подъем и разгар реконкисты, Испания имела свою эру. 38 год до нашей эры — установление римской провинциальной системы среди покоренных иберийских и лузитанских племен Октавианом Августом. Испанские каноники, разумеется, не знали происхождения этой традиции, но отстаивали ее, так как привыкли к ней. Только с 1431 года все акты, рассылаемые папой, стали датироваться по современной христианской эре. Но еще долго к официальной дате приписывалась привычная византийская дата от сотворения мира. Причин, объясняющих задержку новой хронологии, можно найти много, и все они будут в какой-то мере основательны, но одна из них, интересующая нас, связана с этнической историей Европы. В 284 году нашей эры начальник римской дворцовой стражи Диоклетиан захватил престол и закончил превращение былого римского полиса в деспотию восточного типа. Тогда же закончился процесс этнической интеграции некогда разноэтничного населения Италии и провинций римского мира, Пакс Романа. Согласно приведенным выше наблюдениям, Эллада, Сирия, должна была возникнуть потребность в линейной системе отсчета, и она возникла. Была установлена эра Диоклетиана, замененная Дионисием Малым на христианскую эру. Но великое переселение народов смешало всю этническую карту Европы. Сначала образовалось несколько варварских королевств, потом, после кратковременного объединения их при каролингах, создалось свыше десятка новых этносов, как, например, только в современной Франции французы, бургундцы, бретонцы, провансальцы, аквитаны, гасконцы. Феодальная революция X века закрепила этническую раздробленность Западной Европы, и этническая интеграция сделалась ощутимой лишь в конце XIV века. А с XV века единая линейная хронология стала общепризнанной для всех стран, входящих в европейскую суперэтническую общность. С 1 января 1700 года она была введена в России указом Петра I, а ныне распространилась на всю Ойкумену. Напрашивается вывод, что восприятие времени связано с этнической историей не случайно, а функционально. 7. Наш обзор был бы неполн, если бы мы опустили две оригинальные системы отсчета, нашедшие себе применение в сфере науки. Ведь ученые тоже являются членами этносов, и исключать их из рассмотрения несправедливо. Восприятие времени как прерывистой, дискретной субстанции возможно при условии, что внимание будет сосредоточено не на самом времени, а на его наполнении. Примитивным примером будет жизнь человека от рождения до смерти. При субъективном подходе, то есть когда воспринимающий имеет в виду себя, это очень распространенное явление, но и тогда, когда наблюдается окружающий мир, констатация законченных процессов дает очень много для понимания явлений. При этом в поле зрения воспринимающего будет мозаика процессов протяженных, часто синхронных, но всегда имеющих начало и конец. Переводя наше обобщение на привычный язык естествознания, мы можем назвать такой неделимый отрезок квантом времени, подобно тому, как приняты в физике кванты энергии и пространства, под которыми понимаются единицы дискретного процесса. Эта система восприятия времени стихийно применялась в исторической науке с того момента, как на месте хроник с их линейным ощущением времени возникли исторические исследования. Квантом восприятия истории является так называемая эпоха, под которой понимается не произвольно взятый отрезок времени, а некая целостность исторического бытия, воспринимаемая исследователем как объективная реальность. Эпоха начинается каким-то событием, резко отграничивающим ее от предыдущей эпохи, и таким же образом кончается. Несмотря на то, что сами начальные и конечные события имеют иногда значительную протяженность во времени. При этой цене деления объектом изучения становится не безличное время, а индивидуальный облик того или иного явления. Например, все научились употреблять термины «Ренессанс», «Реформация», «Эпоха крестовых походов» и тому подобное в определенном значении, хотя возрождение античного искусства достигло апогея после раскопок в Помпеях. Протестантские секты возникают даже в XX веке, и крестовыми походами были войны Владислава Ягеллона и Яна Собесского против турок. Несмотря на все это, терминологической путаницы не возникает, ибо историческое время отличается от астрономического.
Принцип квантования истории впервые сформулировал китайский историк первого века до нашей эры Сыма Тянь, писавший: «Путь правления трех царей древности подобен движению по кругу, конец и вновь начало». На этом принципе средневековые китайские историки создали построение истории срединного государства, где долгие династии, например, Хань, разделены на две эпохи, а эфемерные объединены в группы, например, три царства или пять варварских государств. Построение весьма удачное. На Крайнем Западе к аналогичному восприятию исторического времени пришел в XIV веке Ибн Халдун, а вслед за ним Жан-Батиста Вико, Леонтьев, Шпенглер и многие другие. Особенного внимания заслуживает 21 цивилизация Тойнби, попытка классификации исторических явлений. Но эта проблема столь существенна, что ей следует посвятить специальный разбор, а пока не стоит отвлекаться от анализа. Наконец, эйнштейновская трактовка времени как явления относительного к скорости света, хотя и не употребляется широко, но тоже имеет свою аналогию в этнографическом материале. Фольклор сохранил для нас осколки некогда разработанных и последовательных идеологических систем. Но как по черепку археолог восстанавливает форму сосуда, как Кювье по одному зубу мог нарисовать скелет ископаемого животного, так по редким отрывочным элементам современных сказок можно усмотреть, что время и в древности рассматривалось как величина относительная. Например, известен сюжет, в котором два друга поклялись позвать один другого на свадьбу, но один умер, и второй, проезжая мимо кладбища, остановил свадебный поезд, пришел на могилу и позвал умершего друга. Тот вышел, пригласил живого к себе в могилу, и там друзья выпили 3 чарки водки. Когда же жених вышел наружу, то оказалось, что прошло 30 лет, потому что в могиле время шло быстрее. Есть и другой сюжет, где герой, разматывая нити волшебного клубка, ускоряет течение своей жизни. Иными словами, относительность времени как факт в сознании людей бытовала, рассматриваясь как явление чудесное и потому редкое. С этой точки зрения находят объяснение факты, описанные в письменных источниках, например, в исторических главах Библии. То, что Иисус Навин во время боя евреев с обитателями Палестины, хананеями, остановил солнце, критиками воспринималось как ничем не оправданная выдумка создателя легенды. Но еще в III веке Ориген и его школа указывалось, что в тексте Библии есть образные и метафорические выражения, которые нельзя понимать буквально. Здесь мы видим такой пример, который имеет свой смысл. За короткое время боя было совершено столько подвигов, что в обычное время этого не могло бы произойти. Значит, время остановилось. А так как время исчислялось по солнцу, то метафорически остановилось солнце, а это чудо с точки зрения древних, и в том и в другом случае. Мифические и сказочные сюжеты отнюдь не произведения большой фантазии. Они воссоздают уровень знаний и способ выражения своего времени. Объяснения часто бывают фантастическими, но ведь и мы здесь говорим об этническом сознании, а не об отраженной в нем реальной истории. Однако не только в фольклоре и мифах встречается отношение к времени как к явлению, зависящему от приложения силы. Эта идея в гипертрофированной форме встречается в буддийской философии Махаяны. Согласно теории раннего буддизма, Хинаяны, человек, достигший совершенства, Будда, выходил из круга перевоплощений, то есть времени, и пребывал в нирване, где понятия времени нет. Но если совершенный желал остаться в мире, дабы помогать другим живым существам, то он именовался Бодхисаттва и не только не терял способности к активности, но приобретал ее в огромной степени, преодолевая законы времени, пространства и причинности. Махаяническое учение обосновывало возможность такой сверхмощи тем, что мир на самом деле иллюзия. Следовательно, время тоже иллюзорно, и значит, при достаточном приложении духовной силы с ним можно делать все, что угодно. Например, ходить в прошлое и будущее, как по коридору своей квартиры, или одновременно находиться в 2 местах. Собственно говоря, описанная концепция — это некоторая вульгаризация чрезвычайно сложного учения Нагарджуны, II век нашей эры, но ведь нас интересует не философская сторона проблемы, а ее преломление в этническом сознании буддистов, тибетцев и монголов. Для них же бодхисаттва — сверхсильное существо, господствующее над временем, и эта черточка, только она одна, роднит буддийское восприятие времени с относительным временем Эйнштейна.
И тем не менее совпадение восприятия времени в древних мифах, старых сказках, буддийских легендах и современной математической физике не может быть случайным. Очевидно, оно свойственно либо какой-то одной стороне человеческой психики, либо какому-то свойству самого времени. Попробуем разобраться в этом немаловажном вопросе. Если счет времени зависит от скорости тела, где по Эйнштейну есть лимит скорость света, то ведь скорость тела зависит от импульса силы, то есть приложения энергии. При силовом импульсе, в зависимости от вектора, может возникнуть либо ускорение, либо замедление естественного хода событий. То есть в мире появляется новый момент, а создание нового называется творчеством. С явлением творчества люди сталкивались на протяжении всего своего существования, хотя, разумеется, не в любой момент и то в большей, то в меньшей степени. В древности творческие акты считали волшебством, потому что не видели объяснений фактов окружающей действительности. Да и сейчас творческий момент даже в жизни ученого, посвятившего науке всю жизнь, редкий праздник, а остальное время будни доработок и разработок. Итак, даже эйнштейновское восприятие времени фигурирует в этнографической классификации как способ отсчета при изучении творческих процессов. А таковыми являются не только акты индивидуальные, сочинение поэм, сооружение монументов, научные открытия и философские обобщения, но также появление новых народов, создание новых форм общежития, миграции и смена общественного мировоззрения. Эти явления, несомненно, имеют свою причину, которая в плане социологическом разработана в философии исторического материализма, в плане биологическом — теории эволюции, а в плане этническом еще не получила исчерпывающего объяснения. Не вдаваясь в выяснение причин явления, пока отметим, что характер измерения времени оказался пригодным индикатором для того, чтобы сделать первый вывод. Развитие народов, создающих культуры и цивилизации, связано с творческими процессами, а оскудение творчества обрекает этносы, племена и народы на повторение младшим поколением старшего, что и отражено в восприятии времени как завершенного цикла. 8. Сделанный обзор основных вариантов отношения разных народов к универсальной категории времени не только не дает нам права рассматривать эти варианты как ступени на лестнице эволюции, но наоборот позволяет сделать противоположное заключение. Люди считают время так, как им это нужно, и не применяют иные системы отсчета не потому, что не умеют, а потому что не видят в этом практического смысла. Так тюрки ввели линейную хронологию, как только она им понадобилась. А нужда в новой системе отсчета возникла тогда, когда из общей аморфной массы родовичей выделилась инициативная группа Тарханов и Бойла, которые сумели приспособить систему соседей к потребностям своего народа. Но как только каганат пал, тюрки вернулись к циклическому счету времени, и это было не регрессом, а всего лишь адаптацией. Употребляя отсчет времени по месяцам и неделям, мы пользуемся циклической хронологией, а не линейной или квантовой. Для физика-теоретика время может быть либо ньютоновским, линейным, либо эйнштейновским, относительным. А историк, произносящий слова времена Людовика XIV или викторианская эпоха или век Перикла, имеет в виду определенные кванты развития, которые переводятся на линейное время путем простого пересчета. Итак, сравнительная этнография не приближает нас к ответу на вопрос вопросов, что есть время, но определяет характер той или иной системы отношений к нему, благодаря чему легко классифицировать описанные системы. Конечно, эти системы не то же самое, что этносы или даже этнические группы, которые мы хотим изучить. Для того, чтобы получить желаемый результат, необходимо провести дополнительный анализ. Он несложен и плодотворен. Для начала сведем наше наблюдение в таблицу. Применив полученные данные к системе, разработанной нами на основании анализа отношения этноса к ландшафту, мы можем констатировать, что у народов, находящихся в динамическом состоянии, обычно именуемых цивилизованными, присутствуют все перечисленные категории отношения к времени. В любой цивилизованной стране имеются и ученые, исследующие зависимость времени от скорости, и деловые люди, для которых характерно преимущественно линейное восприятие времени, и крестьяне, наблюдающие явления природы, от которых зависит урожай, и даже неполноценные психические люди, существующие за счет тех или иных форм благотворительности.
Так было и в Древнем Риме, Багдаде, Египте и, вероятно, даже в Хараппе. Но как только мы переходим к рассмотрению народов варварских и диких, то обнаруживаем градацию по убывающей кривой. Итак, перечислим кратко основные характеры отсчета. Первый. Отсчета времени нет, значит, нет потребности. Употребляется людьми с точки зрения педагогики недоразвитыми, дебилы. Второй. Фенологический календарь. Служит для приспособления коллектива к явлениям природы. Употребляется людьми, зависящими от природы непосредственно. Третий. Циклический календарь служит для фиксации повседневных событий, употребляется людьми с родовым сознанием. Четвертый. Живая хронология. Служит для фиксации исторических событий в пределах одного поколения. Употребляется переходной формой от стабильного сознания к динамическому. Пятый. Линейный отсчет. Служит для политических и деловых целей. Употребляется людьми дело, практиками в развивающемся этносе. Шестой. Квантование времени. Служит для анализа и синтеза исторических явлений. Употребляется учеными-теоретиками. Седьмой. Релятивное время. Служит для исследования космоса и творческих процессов. Практически применяется очень редко. Есть примеры народов, где науки не развиваются, а только заимствуются и применяются. Эти обходятся без квантования времени. Например, европейские колонисты XVIII века в Америке и Южной Африке. Есть племена, обходящиеся циклическим календарем. Таких много во внутренней Азии. О фенологическом восприятии мы говорили выше. Оно распространено по всей Икумене. Наконец, встречаются племенные группы без отсчета времени, поскольку климатические условия их ареалов стабильны. Бушмены в Калахаре, некоторые племена Австралии и Новой Гвинеи, обитатели огненной земли и тому подобное. Иными словами, динамичность состояния этноса определяется степенью разнообразия психических складов групп людей, входящих в тот или иной этнос. А для определения степени разнообразия психических складов отношения к категории времени служат индикатором. И с этой точки зрения мы можем заключить, что не та или иная система отсчета времени характеризует стадию развития этноса, а разнообразие их. В самом деле, если этносы, пользующиеся только фенологической системой, все-таки существуют как персистенты, то народ, состоящий исключительно из ученых-историков и математиков, воспринимающих время в релятивной системе, был бы просто не жизнеспособен. Если бы он даже возник, то ему пришлось бы либо освоить низшие таксономические системы, хотя бы для добывания пищи и обороны от соседей, либо жить за чужой счет, питаясь подаянием, как буддийские или францисканские монахи. Но даже такие субэтнические группы не размножаются естественным путем, а пополняются путем инкорпорирования людей со стороны. Включенные в полноценный этнос, они играют роль катализатора процессов этногенеза. Оба лимита, нижний и верхний, практически в реальном становлении этносов наблюдается мало, так как подавляющее большинство явлений лежит между ними. По сути дела, мы называем статическими или застойными этносы, где смена состояния происходит редко, а динамическими или культурными, где более часто. Переход между ними столь плавен, что иногда трудно решить, к какому состоянию следует отнести тот или иной этнос. К тому же приходится учитывать, что один и тот же этнос то развивается более или менее интенсивно, то замирает в тягостном покое. Последнее состояние мы называем персистентным. Смысл предлагаемой классификации в том, чтобы на объективном материале рассмотреть разницу между категориями этносов и объединить их в обозримые и доступные для анализа группы. Мы должны найти соизмеримость для самых разных этносов, находящихся на любой стадии социального развития или материальной культуры. В предельном разнообразии, наблюдаемом этнографами, очевидно скрыта строгая закономерность, которую обязаны обнаружить этнологи, проникающие за поверхность явлений в их сущность. 9. Приведенные выше наблюдения позволяют сделать вывод, что этносам, находящимся в развитии, присуще не только приобретение, выражающееся в усложнении восприятия времени, но и утраты, влекущие за собой упрощение этого восприятия. Поскольку мы имеем дело не с индивидуальностями, а с относительно большими количествами людей, то можно отнести отмеченные нами колебания этнической среды к вариациям стереотипа поведения, являющегося основным признаком объективного определения этноса.
А из этого вытекает вывод, что степень разнообразия не случайна, а характеризует возраст этноса. При начале этногенетического процесса идет усложнение, при затухании — упрощение. Следовательно, мы уловили глобальную закономерность, позволяющую нам не просто констатировать различия между племенами или народами, но построить классификацию этносов с учетом процесса их образующего и затем испепеляющего. Поскольку совпадения между общественным развитием, например, переходы от рабовладельчества к феодализму, совпадают с этническим становлением далеко не всегда и не везде, можно видеть в описанном явлении природную закономерность этносферы как одной из оболочек Земли. И особенно ценно, что причину явления мы можем искать не в идеалистических категориях развития сознания или самосознания, а в естественных импульсах, определяющих стереотип поведения устойчивых коллективов особей, то есть этносов, проходящих закономерные фазы индивидуального развития. Это значит, что, наконец, нащупана та область биологии, которая может быть сомкнута с этнографией и даст возможность уловить ритмы этнической истории человечества, науки географической как по предмету, так и по методу.